Добро пожаловать на наш сегодняшний разбор. Сегодня мы погружаемся в историю человека, чье имя буквально перевернуло мир медицины. Речь пойдет об Авиценне, или Ибн Сине. Этот великий персидский ученый-энциклопедист вошел в историю как настоящий принц врачей. И знаете, если задуматься о том, как именно древние тексты Востока заложили основу для тех медицинских практик, которые мы применяем сегодня, то именно этот персидский гений предстанет перед нами как главный архитектор грандиозного моста между эпохами. Итак, давайте сразу перейдем к делу. Только вдумайтесь в эту фразу. Медицина не является трудной и тернистой наукой, как математика и метафизика. Поэтому я быстро добился больших успехов. Я стал отличным врачом. Какая невероятная, просто железобетонная уверенность, правда? Эти слова принадлежат самому Авиценне. Будучи уроженцем территории современного Ирана, он с самых ранних лет демонстрировал настолько феноменальный интеллект, что уже в 18 лет стал одним из самых выдающихся врачей эпохи исламского возрождения. Давайте вкратце пробежимся по тому, что мы сегодня обсудим. Сначала мы поговорим о наследии этого персидского гения, затем перейдем к его главному труду «Канону врачебной науки». После этого посмотрим на его абсолютно новаторские идеи в фармакологии и поразительные открытия в кардиологии. Ну и в конце мы подведем итоги того, как сильно он повлиял на современную медицину. Начнем с первой части – наследие персидского гения. Чтобы по-настоящему осознать масштаб этой исторической фигуры, нам нужно буквально перенестись в эпоху яркого научного ренессанса Востока. Взгляните на эту хронологию. Авиценна родился в 980 году нашей эры недалеко от Бухары, которая тогда была столицей государства саманидов. И это крайне важный момент. Его корни прочно связаны с богатейшим персидским наследием. В 1025 году он завершает труд всей своей жизни – «Канон врачебной науки». И несмотря на все жизненные взлеты и падения, работу при разных правителях и даже тюремные заключения, где он, кстати, продолжал писать, Авиценна оставил после себя колоссальное наследие, уйдя из жизни в 1037 году в возрасте всего 57 лет. Переходим ко второй части нашего разбора «Канон врачебной науки». Просто оцените размах его академической работы. 14! Именно столько томов содержит его монументальный шедевр «Аль-Канун фи ат-Тиб». Это была не просто книга, это был настоящий научный и философский мост, который блестяще соединил концепции исламского возрождения с наследием греко-римского периода. А вот эта цифра наглядно показывает масштаб его влияния – 700. Почти 700 лет канон служил главной медицинской библией для врачей и ученых как на Востоке, так и на Западе. Авторитетнейший врач сэр Уильям Ослер как-то назвал его самым известным медицинским учебником из когда-либо написанных. Подумать только, почти 7 веков абсолютной актуальности. И если мы заглянем внутрь самого канона, мы найдем там медицинские наблюдения, которые невероятно опережали свое время. Например, там есть целые главы, посвященные функциональной нейроанатомии спинного мозга. Эта информация до сих пор помогает хирургам понимать природу черепно-мозговых травм. Кроме того, Авиценна дал очень точное определение самой медицине, называя ее искусством сохранения здоровья и его восстановления в случае утраты. Звучит очень по-современному, не так ли? Двигаемся дальше. Часть 3. Авиценна как новатор в фармакологии. Обратите внимание на цифру 800. Именно столько минеральных, растительных и животных веществ Авиценна перечислил во второй книге канона как средство для медицинского лечения. По сути, он создал невероятно подробную, структурированную фармакопею за много веков до того, как подобные аптечные справочники вообще стали хоть как-то известны в западном мире. Это был настоящий прорыв. А теперь самое интересное. Давайте разрушим один популярный исторический миф. Принято считать, что основы современных клинических испытаний заложил шотландский врач Джеймс Линд в XVII веке, когда экспериментировал с цингой и соком лайма. Но если мы внимательно сравним тексты, то увидим, что еще в XI веке наш персидский ученый четко сформулировал 7 строгих правил для проверки новых лекарств и проведения клинических испытаний.
Эти методологические правила Авиценны стали самым настоящим переворотом в науке. Да, он опирался на логику древних греков, но при этом жестко требовал строгих эмпирических доказательств и, что крайне важно, воспроизводимости экспериментов. Именно этот подход проложил путь к тем самым исследованиям эффективности препаратов на людях, к которым мы все сегодня так привыкли. Переходим к четвертой части – поразительные открытия в кардиологии. Здесь мы касаемся чуть менее известной, но от этого не менее удивительной области знания этого персидского мыслителя. Как пионер пульсологии, науки о пульсе, Авиценна первым начал напрямую связывать частоту сердцебиения пациента с его внутренними переживаниями и психологическим состоянием. Есть даже знаменитая история о том, как он диагностировал любовную тоску у одного молодого принца. Поразительно, как точно его наблюдения из XI века перекликаются с тем, что сегодня мы называем синдромом разбитого сердца. Но настоящая магия кроется в его трактате о сердечных препаратах. Авиценна упоминает растение зарнаб, это тис ягодный, и отмечает, что оно успокаивает сердце. И знаете, что самое невероятное? Когда современные ученые исследовали эти древние записи, они с огромным удивлением обнаружили, что это конкретное растение действительно действует как блокатор кальциевых каналов. А это, на минуточку, класс препаратов, который сегодня повсеместно применяется в кардиологии. И, наконец, пятая часть нашего разбора – влияние на современную медицину. Ключевой вывод здесь в том, что его древние наблюдения в сфере общественного здравоохранения напрямую перекликаются с мерами безопасности, которые мы используем прямо сейчас. Судите сами, Авиценна определил туберкулез как инфекционное заболевание. Он стал пионером в использовании карантина и изоляции для предотвращения эпидемий. Он четко указал, что вода и почва могут быть переносчиками инфекций. Более того, он активно продвигал идею холистической медицины, где правильное питание и здоровый образ жизни считаются главным средством профилактики болезней. Есть одна невероятно сильная цитата Аль-Джуджани, которая, как мне кажется, идеально подводит итог всему этому. Медицина не существовала, пока Гиппократ не изобрел ее, а Ибн Сина сделал ее целой и невредимой. Эти слова блестяще подчеркивают, что Авиценна не просто сохранил знания прошлого. Он структурировал их, дополнил и довел до абсолютного совершенства фундамент, заложенный античными первопроходцами. Завершая наш сегодняшний разбор, я хочу оставить вас с одной очень интригующей мыслью. Если персидский ученый еще в XI веке смог заложить основы для современных клинических испытаний, кардиологии и даже системы карантина, то просто представьте, какие еще прорывные научные истины все еще ждут своего часа, скрытые в забытых текстах Востока. История науки полна неразгаданных тайн, и вполне возможно, все самое интересное нам еще только предстоит расшифровать.